Жители двух девятиэтажных домов этого района обратились с письмом в администрацию города. Уже много лет в этих многоэтажках отсутствуют перила в подъездах с 1 по 9 этаж, а в одном из них на окнах между пролетами нет решеток. К сожалению, не обошлось и без несчастного случая. Ребенок упал, впоследствии остался инвалидом. Мадина Делба проживает в этом доме около 2 лет. В семье 4 детей. Многодетная мама, безусловно, переживала и без присмотра спуститься с 4 этажа во двор детям не позволяла. Она отмечает, что в их доме живет много многодетных семей. Хочу выразить лично я от всего дома огромную благодарность главе администрации и всем, кто изъявил желание нам помочь. Приходилось спускаться в день по 10 раз, провожать детей. Был случай еще лет 7-8 лет тому назад. Упал ребенок, остался инвалидом. Ценим, благодарны очень, на самом деле большое дело сделали для нас. Для кого-то, может, это немного, но для нас это большое дело. Опасно переживали, конечно, когда дети спускались, поднимались. Сами подумайте, 8 этаж. И упасть могли. Взрослый человек идет на ровном месте, может споткнуться, а тут без перил. Жители обратились с письмом, и в течение месяца администрация города откликнулась на просьбу. Работы были проведены на сумму около 1 000 000 рублей. Администрация города Сухум, Беслан Федорович Чешба распорядился, значит, привести дом в порядок. Еще есть один дом на улице Гумистинская, дом номер 5. Там такая же, значит, беда. Были спилены все металлические перила, переходы, выходящие с подъездов. Была опасность, угроза жизни для жителей. Дети могли выпасть. Сейчас проведены были работы на сумму более 1 000 000 рублей. В этом доме около 280 тысяч ушло на перила. По Гумистинской, дом номер 5, 723 тысячи с копейками. Мы старались, сделали все для того, чтобы обезопасить жителей, особенно детей, которые здесь, добираясь до дома, могут даже балуясь шаля выпасть. Времена не самые лучшие. В этом году, вы знаете, пандемия и налоговые сборы не самые лучшие. Но мы стараемся и будем стараться и в будущем делать все возможное, что будет в наших силах, чтобы людям было легче жить и чтобы им было приятно жить в нашем городе, в котором мы все любим. Проблем много. Жители этих домов говорят и о том, что много квартир заброшенных без дверей и окон. Хозяев найти сложно. В 5-м доме по улице Гумистинской нет щита для электричества, и провода подведены от столба. С проводами тоже тут надо разобраться. Специалисты должны приехать сюда, не определять, где стояки будут. Все будут менять, все будут делать. Ремонтные работы по городу продолжаются. Представители столичной администрации также посетили парк на набережной, который облагораживается. Проинспектировали новую остановку, появившуюся совсем недавно на проспекте Аяйра. Нормальное освещение с спортивным комплексом, который рядом стоит. И детский садик будет радоваться, и люди, спортсмены будут радоваться. И жители просто будут приходить, покрывало бросил, отдохнуть. Илана Какаля, Давид Авец, специально для абхазского телевидения.